сегодня, чтобы в спокойный. 21 января на совещании с бизнесменами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане существует олигополия, колоссальная концентрация бизнеса в одних руках. При этом способные предприниматели лишаются доступа к ресурсам. Об этом передает Казтаг. Олигополия – это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов. А остальные на подхвате. Им как бы с барского стола. Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнесов в одних руках. А в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. Со слов президента, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость, со всеми вытекающими отсюда социально-политическими последствиями. Он также отметил тему социального неравенства, которая, с его слов, стала причиной январских событий в стране. Разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это явление действительно хорошо известно. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки. Чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Казахстан Республикасының Конституция. Примечательно, что Токаев, находясь у власти с 2019 года, только сейчас заговорил об этом. После жестокого подавления протестов президент заявил о принятии ряда решений, направленных на лишение влияния Назарбаева и его клана как в политике, так и в экономике страны. Так, например, Мажилис Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана, АНК, и Совете безопасности республики. Также решением правительства была приостановлена деятельность, связанного с Алией Назарбаевой, ТОО «Оператор РОП», взимавшего утилизационный сбор с производителей. Вместо этого президент приказал создать фонд народу Казахстана, который будет пополняться за счет взносов монополий крупного бизнеса. Кроме того, он отдельно отметил роль Назарбаева в появлении в стране прослойки богатых по международным меркам людей. Должны стать честные конкуренты. Эксперт отмечает, что таким образом Токаев предпринимает попытки по возврату утраченного народного доверия, особенно после того, как он отдал приказ стрелять в протестующих на поражение и пригласил иностранных интервентов для усмирения народа. Аналитики ожидают, что в ближайшее время он будет объявлять реформы во многих сферах, причем популистского характера. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.